Уважаемые друзья, коллеги, уважаемые телезрители, мы сегодня находимся в городе Партизанске, это 180 километров от города Владивостока. Мы сегодня провели в здании музея, который является филиалом Федерального музея имени Арсеньева по изучению истории Дальнего Востока, презентацию книги «Пути великих свершений» за горючим камнем. Ну, эта книга, как вы знаете, «За горючим камнем» рассказывает про историю развития угольной промышленности в Дальнем Востоке. И музей, который находится в Партизанске, для нашей книги дала очень много материалов, которые были использованы в этой книге. Сегодня в музее во время презентации присутствовали ветераны угольной промышленности, краеведы, работники библиотеки, работники музея. И Александр Пименович Яковец, наш генеральный директор и главный редактор издательства «Русский остров», рассказал о создании этой книги, о его значении, и какую роль в создании этой книги сыграли материалы, которые были любезно переданы музеем города Партизанска. Ну и кроме этого, у нас сегодня была встреча с директором музея Максимом Юрьевичем Соболевским, который назначен недавно в этот музей. У них очень большие планы. Музей является федеральным, и в последующем ждут большие реконструкционные работы. На все зарплаты не очень высокие, если не сказать маленькие, поэтому люди уезжают. Ищут возможности уехать, да? Да, и как правило, вот Краснодарский край, Сочи, Ленинград уезжают в эти города. Сейчас мы куда едем? На передовую Шахта номер шахту. 1. Шахта, первая шахта. Вот шахта закрылась, а вот какие-то предприятия есть, кроме которые Ну, очень мелкие предприятия сейчас существуют. Деревообработка, пищевая промышленность. В основном такие пищевая сельскохозяйственные предприятия. деревообработка в каком виде, имеете в виду? Ну, что... Ну и в виде того, что деревья, Лес, кругляк. ну доски там все такое, доски, вот, да. да. А еще появилось предприятие. Еще появилось предприятие, изготавливает деревянную посуду. Ух ты. Ну, типа маленькая артель. Да, да, они небольшие предприятия, как правило. А что с шахтой говорят? Пока все затормозилось. Вроде как хотели открывать. Это кто? Какая? Я слышал, что корейцы там, да, что-то заинтересованы были такое. Да, вроде бы и китайцы, Или и корейцы, Китай, и японцы заинтересованы, вроде бы все заинтересованы. Но все застопорилось на уровне проекта. Не могут пока проект защитить. Ты смотри. Жалко, что так вот прям рубят, да, прям жили, работали, бац, все закрыли, все, что хотите, то и делайте. Да, причем абсолютно варварским способом. Ну, вообще. Смена поднялась на поверхность, и все, был издан приказ больше эту шахту не Больше спускаться. вообще. И все, что там было, и электрооборудование, и электровозы, и вагонетки, и рельсы, и все, Ну, там и осталось. Там и осталось. Да. Замуровали все, да. Ствол засыпали. Засыпали. И всё. Вот сейчас поворот направо будет, сразу поворачиваем. Как ты, видишь, как все у нас. Так же и в Артеме. Вот здесь была шестая шахта. Вот это, да? Да, вот здесь была. Шестая. Поэтому этот район в городе называется Шестой. Ну да, шестая. В принципе, топонимика так и сохранилась.
Та Да, еще, да? первая шахта, вторая, шестая, десятая. Ага. Так и называют, хотя ничего уже нет. А глубины какие были? Здесь глубже, чем в Артеме. Глубокая шахта, более 800 метров Ух ты. ствол. Да, тут вообще. Только ствол. Только ствол. Там 870, что ли. Тут вообще микрорайон первой шахты очень уникальный, потому что многое сохранилось. Оттуда все пошло, как бы. Да. Мгм. Много сохранилось и здания первые, в общем-то, Интересно. родоуправление самое первое до сих пор стоит. Ага. Капитально строили, да, тогда? Да, капитально строили. И сама первая шахта до сих пор стоит, хоть уже ничего там не работает. А вот ледяной дождь тут тоже вас застал, да? Вас это? Или не очень? Нет, у нас Нет? было тепло, у нас все только в виде дождя прошло. А, все прошло. Деревья не поломаны. Да. Нам в этом случае повезло, у Да. нас было теплее. Ближе день. Владивостока все деревья поломаны. А здесь вот как осенью листья Ну, спустили. правда, так дождь и был сильный, лил практически целый день, Ага. но только дождь. Начиналось с того, что в таежной глуши промысловые люди черный камень нашли в лазовом ключе, что у Лысой горы. Много лет пролетело с той давней поры, и тогда здесь возник шахтерский рудник. Примерно именно здесь и возник наш Сучанский рудник, когда промысловые люди в лесу нашли странные черные камни, которые горели в огне. После этого сюда прибывает экспедиция, южно-уссурийская экспедиция под управлением геолога Дмитрия Львовича Иванова. И строит две первые шахты, шахту Кедровую и шахту Остросопковую. Они находились вот там недалеко в Сопках. А здесь в 1946 году установили памятный знак в честь открытия Сучанского угольного месторождения. В народе его называют памятник первому углю. Наверное, самое старое здание, да? На данный момент, ну, наверное, одно из старейших. Да, вообще-то промывочная фабрика еще сохранилась. Да, это вот первое здание рудоуправления Сучанского рудника, где находилось все управление рудником, вся контора, и отсюда управлялись все шахты. Сейчас это один из учебных корпусов горного техникума, то есть сейчас это Приморский многопрофильный колледж, и дети там обучаются. Если мы рассмотрим верх этого здания, вот особенно угловые столбы, то увидим, что там есть прямоугольные таблички такие, и в них изображение дракончиков. А внизу должна была быть табличка, в некоторых местах она раньше сохранилась, там была цветущая сакура с птичкой. Если посмотреть, вот где крыша сходится, там мы видим кружочек, и это китайский знак инь-янь. Если приглядеться, его хорошо видно. А? Строители как обереги-то делали, использовали? Вот эти символы. Скорее всего, для украшения. Где? Вот, Вот кружочек, вот, где крыша вот сходится. в конце, да? Да. Если вот приблизить, увеличить, то можно увидеть, что это китайский знак инь-янь. Ну и вообще резьба, да, красивая резьба. Такого здания в Владивостоке, по-моему, нет. Нет, Это самое старое здание, да? Одно из старейших. А какое самое старое здание города? Самое старое, наверное, первая шахта все-таки будет. Это захоронение Владимира Николаевича Френца, второго управляющего Сучанским рудником. Он прибыл сюда с партией профессиональных шахтеров в 1901 году, когда и была заложена шахта номер 1. Прибыл сюда с управляющим Павловым. Но Павлов недолго пробыл на руднике, уехал в Санкт-Петербург и всеми работами руководил оттуда. А вот Владимир Николаевич остался здесь. И все, что было создано, все, что было построено, первая шахта, вторая, третья, шестая,
углепромывочная фабрика, здание рудоуправления, узкоколейная железная дорога, подвесная канатная дорога. Все было построено именно при руководстве Владимира Николаевича Френца. В 1911 году он трагически погиб во Владивостоке. Его привезли сюда, похоронили на Сучанском руднике возле храма преподобного Макария Египетского, который он же опять же строил в 1904 году. Храм располагался вот здесь. Сейчас здесь частный дом, но когда-то была церковь. Владимир Николаевич заботился о шахтерах. Им была создана деревня именно для шахтеров-пенсионеров. Эта деревня носила его имя, деревня Френцевка. Она находилась, да и находится сейчас, за Партизанском. Шахтеры, которые уже не могли работать в шахте, они уезжали в эту деревню, им там давали дом. Там дом, у них был огород возле дома, и они так дальше продолжали свою жизнь. 26 декабря 1901 года была заложена шахта номер 1. И тут же была отправлена телеграмма губернатору Приморской области о том, что заложена шахта на бездымный уголь. Шахта действительно оказалась богатой, много лет она проработала. Была потом закрыта, и в ее здании открылась кожгалантерейная фабрика «Горизонт». Конечно, в знаменитые 90-е годы многие предприятия позакрывались, и закрылась кожгалантерейная фабрика. Сейчас, до последнего времени, здесь работало рыбоперерабатывающее предприятие «Алиут». Наша местность называлась Сучанский рудник. В 1932 году Сучанский рудник получает статус города и становится городом Сучаном. В 1972 году город Сучан получает название Партизанск. И вот это его название связано с событиями гражданской войны. Гражданская война шла на всей территории нашей страны, в том числе и у нас здесь, в Приморском крае. И здесь у нас, в Приморье, зародилось партизанское движение, именно вот в Сучанской волости, в Сучанском районе. Здесь появились первые партизанские отряды. И поэтому наш город так называется. Партизанских отрядов было несколько. Они воевали против интервентов, против белогвардейцев. Интервенты именно на Сучанском руднике это были японцы и американцы. Американцы занимали район первой шахты рудоуправления, а японцы занимали центр рудника. И не случайно многие жители Сучанского рудника ушли в партизанские отряды, чтобы защищать советскую власть. Некоторые из них погибли, и именами многих названы улицы нашего города. Есть у нас улица Кранида Коренова. Кранид Федорович Коренов был организатором и руководителем комсомола на руднике. Гибель его была трагическая. Его схватили белогвардейцы, пытали, потому что у него была подрывная команда, и много бед он со своей подрывной командой наделал. Часто пускал под откос вражеские эшелоны. За ним охотились, за его поимку было объявлено денежное вознаграждение. В результате его, конечно, поймали. Он погиб, его именем назвали одну из улиц, и вот этот вот памятник очень долго находился возле Народного дома, где как раз был белогвардейский штаб. Но в 1987 году здание Народного дома погибло при пожаре, а памятник не разрушили, а перенесли во двор школы, которая стоит на улице его имени. Это мемориал партизанской славы, одно из любимейших мест наших горожан. В народе его называют «Японская сопка». Почему японская? Потому что когда шла гражданская война и японцы пришли на Сучанский рудник, они заняли именно эту сопку. Высочайшее место в центре Сучанского рудника. Отсюда хорошо видно 2-ю шахту, 5-ю,
3-ю, 10-ю шахту. Все хорошо просматривалось и простреливалось. Они здесь вырыли окопы, поставили долговременную огневую точку. И, как рассказывали участники партизанского движения, вырыли даже подземный вход для отступления на случай, если партизаны будут нападать. Поэтому уже в следующем году будет 100 лет, как закончилась гражданская война, а сопка до сих пор называется Японской. И отсюда прекрасно видно весь город, как ни посмотреть в любую сторону. Наши дома, наши шахты было раньше хорошо видно. Новые здания, которые появляются в городе, все теперь как на ладони. Наш город был основан в 1896 году как Сучанский рудник, потому что здесь нашли каменный уголь. И постепенно стали строить шахты, шахт становилось все больше и больше, и возник уже целый город Сучан. В 1932 году получив статус города. И так спокойно, почти спокойно он жил до 1972 года, когда вдруг был переименован в город Партизанск. Название Партизанск связано, конечно, с событиями гражданской войны. Но а вообще переименование произошло из-за событий на острове Даманский, когда китайское государство решило отобрать у нас остров Даманский, напало на пограничную заставу. И после этого были переименованы многие географические объекты, в том числе и наш город. И уже почти 50 лет мы живем с новым именем. Раньше у нас были шахты, была легкая промышленность, машиностроение, было 3 завода, химфармзавод, сельскохозяйственные предприятия, колхозы, совхозы. Сейчас у нас жизнь не закончилась. Шахты закрыты, но открылись новые предприятия. Пищевая промышленность, деревоперерабатывающая. Очень много школ, учебных заведений, магазинов, банков, как и везде. Жизнь продолжается. Ну, Партизанск является типичным городом Приморского края. Действительно, в связи с закрытием шахты и других градообразующих предприятий довольно сложная ситуация. Но народ смотрит будущее с оптимизмом. Вероятно, наверное, это будет связано с открытием шахты, новой, так сказать, интерпретации, открытием новых предприятий. И мы думаем, город будет жить, развиваться и будет дальше жить. Спасибо.